Добрый вечер. 21 октября, 967-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Бахчисарае состоялся суд по очередному члену Меджлиса Зейнуру Якубову. Его обвиняют в участии в так называемом запрещенном собрании в доме зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Рассматривал судья единолично. Судья Скисов. Судьей были удовлетворены несколько ходатайств, заявленные Якубовым Зейнуром и уже непосредственно мной, как представителем Зейнура Якубова. Ввиду того, что Якубовым Зейнуром ему не была вручена копия протокола об административном правонарушении, и ввиду того, что он не ознакомлен с другими материалами административного производства, было заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела. Суд удовлетворил данное ходатайство, и следующее судебное заседание состоится 26 октября в 15:00 в Бахчисарайском районном суде. Россия отказалась передать политзаключенного Олега Сенцова на родину. Украина добивалась возвращения Сенцова в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 года. В сообщении российского Минюста говорится, что Сенцов является гражданином их страны, потому что он крымчанин. Сам осужденный никогда не признавал аннексию полуострова. Сенцова отправили в тюрьму на 20 лет за якобы организацию терактов в Крыму. Он никогда никакие заявления не подавал на гражданство. Паспорт российский он никогда не получал. Поэтому я считаю, действия Министерства юстиции, решение Министерства юстиции России, неправомерно. Но я считаю, что по дипломатическим каналам необходимо договариваться и фактически это решение каким-то образом отменять и решать вопрос, чтобы он был передан украинской стороне. Депутаты Верховной Рады от самопомощи предлагают новый закон о временно оккупированных территориях. Проект с лета согласуется в парламенте, однако по большей части депутаты о нем мало что знают. Зато правозащитники бьют тревогу, считая, что в нынешней редакции закон утверждать нельзя. Проект закона о временно оккупированных территориях – это 41 статья на 39 страницах. Он объединяет всю правовую базу, которая была принята за 2 с лишним года. В нем общий юридический статус для Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Законопроект він для України урівнює наші 2 окуповані території. Тому що для світу це одна територія анексована, інша на інший конфлікт. І перший крок до деокупації є прийняття цього закону і де-юре визнання в законі, а не в постановах, про оккупацию 2 частин. Проект закона определяет, кто сможет проезжать через контрольно-пропускные пункты, что можно через них провозить. Он описывает действия украинских властей после деоккупации. В нем появляется понятие «комиссия по взаимопониманию». Ее задача – выявлять тех, кто сотрудничал с оккупационным режимом. Речь в том числе о чиновниках, политиках, общественных деятелях и учителях. Закон предусматривает наказание от запрета занимать должности в госорганах до уголовной ответственности. Именно эта редакция закона вызвала недовольство правозащитников. Все, что написано, просто ужасает своим средневековым мракобесием. Даже если посмотреть на опыт люстрации других стран, такие ограничения не применялись для неадминистративных должностей, а способ определения виновных вообще вызывает сомнения. Еще одно. Отменять, возможно, и не идеальный закон об оккупированном Крыме. Заменять этим законом – это предательство крымчан, которые переехали на материк, и тех, кто остается жить в оккупации в ожидании освобождения, тех, кто держит оборону и подвергается давлению, пыткам и находится в плену. Активисты отмечают, проект закона значительно ограничивает возможности перевоза личных вещей на материк, сведя перечень гуманитарным грузом и социально необходимым товаром. Кроме того, он ограничивает и право передвижения граждан после деоккупации. Так, на время действия военного положения нельзя без предварительного разрешения въезжать в Крым тем, кто не жил там до оккупации. Также в это время нельзя выезжать из Крыма тем, кто жил там во время оккупации. Ограничиваются права на свободу передвижения, на право на собственность, право на волеизъявление, право на доступ к образовательным услугам, право к социальным услугам. Целый ряд прав, которые будут ущемлены в связи с принятием, возможно, данного законопроекта.
Авторы закона, в первой пятерке которых депутаты от самопомощи, несли проект на рассмотрение в июле. Но оказалось, депутаты о нем ничего не знают. Я, чесно кажучи, його не читав, цей проект закону. Я не бачив цього, нічого не можу сказати, тому вибачте. Бывший крымский премьер Сергей Куницын тоже не читал проект, но против. Я задал всем им один вопрос. Вы в качестве экспертов приглашали депутата Джемилева, депутата Чубарова, премьер-министра Крыма Куницына, первого зама СБУ севастопольского генерала Маликова, там, Казарина, ректора. Я говорю, вы приглашали людей, которые с закрытыми глазами знают Крым? Нет. Я говорю, я в такие игры не играю. Ну, сами понимаете, как можно без людей, которые, знают Крым закрытыми глазами, являются там авторитетными, да, борются за Крым, как без них можно писать законы, программы? Это мертворожденные документы. Проект закона не включенный в повестку этой сессии. Роман Спиридонов, Эльвина Сидбулаева, Асан Аминов, Заман, АТР. Сборник документов КГБ о крымской депортации обнародовали в Киеве. Составители попытались пролить свет на секретные факты послевоенного Крыма. Подробнее расскажет Исмаил Газиев. Теме депортации, возвращения и национального движения крымских татар уделено особое внимание. Об этом рассказал составитель архивного сборника. По словам Олега Бажана, документы подтверждают факт сталинской депортации 44-го. Более того, доказывают репрессии советского вождя против тюрков и оставшихся крымских татар в 1949-м. В цій книзі подано, як на нашу думку, це повний зріз статистичний, саме кого і коли, в який період було депортовано. Звичайно, подано етапи депортації з 1941 року по 1944. Також вперше про це ніде не писалося, про так звану операцію «Волна», яка мала місце в 1949 році, коли з північного Причорномор'я, в тому числі із Криму, виселяли саме турків, а також тих кримських татар, яких не було депортовано в 1944 році. Инициаторы сборника доказывают, в частности, и то, что советские спецслужбы готовили депортацию в режиме секретности. Большинство документов из архивов КГБ и СБУ, вошедших в издание, публикуются впервые. Ми, архівісти, бачимо ці документи, часто працюємо з ними, але я думаю, що це прикро, що тільки сьогодні ми представляємо таку книгу, збірник документів. На жаль, далеко не всі документи, які у нас є, ввійшли в цю книгу. Документи середини 80-х років і також документи про їх уже облаштування. І потім, безперечно, документи незалежної України, тут їх досить багато з нашого архіву, які показують, як вже незалежна Україна розглядала цю тему. Сборник «Крым в условиях общественно-политических трансформаций 1940-2015» вышел тиражом в 1000 экземпляров. Но историки говорят, что это только первое издание. В архивах еще много нерассекреченных документов, которые прольют свет на историю Крыма. Исмаил Газиев, Ислам Пинка, Заман, АТР. Украина обжалует запрет Меджлиса. Министерство юстиции до конца года подаст иск в Европейский суд по правам человека против России из-за запрета деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. В ведомстве объясняют, это иск Украины против России. Его подадут, как только правоохранители соберут всю необходимую информацию по этому делу. 29 сентября Верховный суд России признал Меджлис экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Сепаратизм в Донбассе и Луганске – детский лепет по сравнению с Меджлисом, заявил Анатолий Могилев. Представительный орган крымских татар уже отреагировал на слова бывшего главы крымского правительства времен Януковича. В ситуации разбиралась Эльвина Сидбулаева, но сюжет еще готовится к эфиру. Национальный крымско-татарский колорит, джаз, модерн и импровизация. В одном из киевских клубов Эльвира Сарахалил и Расим Рамазанов представили свой новый проект. В программе прозвучали песни на крымско-татарском, украинском и турецком языках.
Маленький киевский клуб на 2 часа превратился в островок ценителей крымско-татарской музыки, встречи друзей и сторонников Эльвиры Сарихалил. Из Крыма приехала мама певицы. Вперше з мамою ми тут на концерті в Києві, і мама вперше за 3 роки побувала у Києві і на концерті теж. Вона дуже радіє, тут багато знайомих. Це, я не можу так сказати в словах, це треба, як людина відчуває це, вона сама знає, як це. Надихав Крим. Крим своєю природою, своєю історією, родина, діти, і все, що пов'язує нас з Кримом. Севиль после аннексии Крыма переехала в Киев. Говорит, старается не пропускать ни одного музыкального события, связанного с крымско-татарской музыкой. 2 года уже живу как в Киеве, и, естественно, все то, что связано с Крымом и с крымско-татарской культурой, то это и ностальгия, и это то, чем мы все равно здесь живем, пока мы находимся здесь. Мы надеемся вернуться, мы надеемся, что все вернется, и на такие события стараемся ходить, конечно. На сцене Эльвира Сарихалил и Расим Рамазанов представили свой новый проект. Поддержать подругу детства пришла и Джамала. Ми зростали в одному селі Кучукозень. І наші батьки, вони товаришують. І тому я завжди підтримую, коли вона приїздить до Києва. Вона вперше, мабуть, заспівала свої пісні на кримсько-татарські слова. Для мене це було вперше, тому що вона робила обробці кримсько-татарських пісень, якісь джазові стандарти, але сьогодні вона вперше заспівала свої пісні. Це для мене було дивовижне враження. В концерте Сарихалил рядом с крымско-татарскими мотивами звучали украинские. Сподіваюсь, що Ельвіра з нами заспіває нашу спільну пісню. Ця пісня вже нами зроблена і її можна почути на альбомі «Козак System». Пісня називається «Битим склом». І ми з хлопцями присвятили її саме отій жахливій проблемі, яка виникла в зв'язку з окупацією Росії півострова Крим. А так як Ельвіра наш друг давно, ми з нею товаришуємо давно, ми хотіли сказати своє українське бачення цієї проблеми, тому що ми продовжуємо вважати Крим Україною, і ми хотіли би, щоб наша держава зробила всі зусилля для того, щоб повернути Крим в українське лоно, а кримським татарам дати спокій, щоб вони жили споконвіку на тій землі, до якої вони привикли і яку вважають своєю. Эти песни войдут в новый альбом певицы. Сейчас музыканты записывают его в Киеве. Выпустить планируют в январе следующего года. Наталка Калинка, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Сюжет Эльвины Сидбулаевой с реакцией Меджлиса на слова Анатолия Могилева готов к эфиру. Выступления лидеров крымско-татарского народа во время февральских событий 2014-го склонили население на сторону агрессора Кремля. В этом уверен экс-председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев. Одному из украинских изданий он заявил, что это напугало крымчан. Их напугали радикальные выступления лидеров крымско-татарского народа, и это один из факторов, которые склонили население на сторону агрессора. А потому украинские власти удивляются, почему аннексия не встретила сопротивления. Вот так выглядит митинг, который, по словам Могилева, спровоцировал крымчан на поддержку агрессора. Если мы возвращаемся к дням февраля 2014 года, то не на кого было опираться, кроме как крымс-татар. И Могилев об этом прекрасно знает. Он один из многих, которые первые дни покинули Крым, вместо того, чтобы действовать.
А это кадры 27 февраля 2014 года. После того, как рано утром вооруженные люди захватили Совмин, по словам Могилева, он пытался с ними договориться, но уже к вечеру депутаты его отправили в отставку. Могилев не сопротивлялся. Сегодня Верховный Совет Крыма принял решение об отставке Совета Министров. Оценку данному решению пусть дадут сами крымчане. Что наша команда сумела добиться многих положительных результатов. Всем спасибо за работу и поддержку. Честь имею. Могилев не упустил момента обвинить Меджлис в сепаратизме. Ставленник Януковича повторил поступок третьего президента Виктора Ющенко, который пришел к власти при поддержке крымских татар, а затем потребовал отказаться от декларации о суверенитете крымско-татарского народа. В декларации крымско-татарского народа, принятой на первых общих собраниях, есть интересная фраза о том, что цель Меджлиса – это создание на территории Крыма независимого суверенного крымско-татарского государства. Сепаратизм Донецка и Луганска по сравнению с такими программными заявлениями – детский лепет. В наиболее острый момент именно крымские татары отстаивали интересы Украины, а Могилев самоотстранился, рассказывает эксперт Юрий Смелянский. Подобное заявление можно расценивать как заявление, которое направлено на то, чтобы раздробить сегодня единство крымчан, которые хотят вернуть Крым в границы Украины. Не могу привести примеры, что в период января, февраля, марта 2014 года, до момента проведения вот этого цирка, который оккупанты назвали референдумом, до момента, когда Государственная Дума страны-оккупанта приняла решение об аннексии территории Крыма, господин Могилев делал какие-то серьезные публичные заявления, которые показали бы, что государственный чиновник стоит на защите интересов Украины. Вот я их припомнить не могу. Мы связались с экс-главой Совмина Крыма Анатолием Могилевым. Он пообещал с нами встретиться на следующей неделе. Это отдельная тема для большого разговора. Но это не думает, неправильно. По телефону говорить нам еле. Извините, не могу говорить сейчас. Созвоните со чуть позже, хорошо. Эльвина Седулаева, Наталка Калинка, Эльдар Исматов. Заман, АТР. На этом пока все. Хороших выходных. Будьте с нами.